Пластик стал настоящей эпидемией 21 века. Он встречается повсюду. Пластиковая посуда, пакеты, упаковка, игрушки, мебель и многое другое. К сожалению, большая часть пластика попадает в мировой океан, и лишь небольшая доля, всего 5%, уходит на переработку. Но мир не стоит на месте. И команда якутских ученых разработала проект портативной станции по утилизации пластика с помощью насекомых. Все началось с того, что команда энтузиастов, состоящая из 2 биологов и 1 эколога, завела колонию моли в лаборатории и стала наблюдать, как личинки родственницы моли большой восковой огневки поедают пластик. Действительно, личинка этого насекомого в ходе эволюции научилась перерабатывать такие полимеры, как полиэтилен, и может есть пластиковые пакеты. 100 таких гусениц за 10-12 часов съедают примерно 100 граммов пластика. Потом ученые, ставшие уже резидентами технопарка Якутия, стали работать с жуками Зафобос морио и обнаружили, что они в 3 раза быстрее поедают пластик, чем восковые огневки. Исследователи в течение 2 недель кормили жуков пластиком и подсчитали, что 100 жуков съедают более 300 граммов пластика за 12 часов. Таким образом стало ясно, что жук Зоофобос морио расщепляет химический пластик значительно быстрее моли. В качестве пластика использовали полистирол, пенопласт и обычный целлофановый пакет. Портативная станция с жуками-пластикоедами Ксенос подходит для использования в квартирах и офисах. Станция имеет 3 отделения, в каждом из них обитает по 300 насекомых. Они могут перерабатывать все бытовые пластиковые отходы семьи из 3-4 человек. Речь идет о таких материалах, как упаковки из полистирола, пенопласт и полиэтилена. Стартап является первым в России проектом по переработке пластика, направленным на широкий круг покупателей. В компании уже поступили предварительные заказы не только с Якутии, но и других регионов и зарубежных стран.